9 августа средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,25 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,51 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи иностранной наличной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2597 до 10,26 сомони, 1 евро от 10,51 до 10,55 сомони, 1 российский рубль от 0,1646 до 0,1670 сомони. Цены на нефть во вторник снижаются, об этом сообщило агентство Рейтера. Трейдеры следят за переговорами по восстановлению иранской ядерной сделки. В случае успеха в переговорах экспорт нефти из Ирана может увеличиться в условиях ограниченного предложения на мировом рынке. Нефть марки Brent находится на уровне 95,79 доллара за баррель, нефть марки WTI на уровне 89,88 доллара за баррель. Стоимость золота во вторник слабо снижается, оставаясь на уровне в $1800 за тройскую унцию, в то время как инвесторы ожидают подтверждения прогнозов снижения уровня инфляции в США. Таджикские компании импортируют нефтепродукты из России за российские рубли. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана. А за 5 месяцев этого года министерство зафиксировало импорт ГСМ из разных стран в общем объеме 480 162 тонны, что на 65 500 тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, в январе-июне импортировано более 183 тысяч тонн сжиженного газа, около 87% из общего объема было куплено в Казахстане за доллары США. Доля России на рынке сжиженного газа составляет всего 0,4%. В Управлении добычи, переработки и обеспечения нефти и газа Министерство энергетики и водных ресурсов Республики отмечает, что согласно поручению правительства, компании-импортеры могут свободно совершать куплю-продажу нефтяных и газовых товаров из России в российских рублях. По словам предпринимателей, подавляющая часть импортируемого бензина и дизеля в Таджикистане сейчас покупаются в российских рублях. Сжиженный газ покупается в основном у казахской компании Тенгиз-Шевройл в долларах США. Из-за антироссийских санкций большинство компаний перешли на российские рубли. Никто из российских компаний не продает бензин и дизель в долларах США. Также из-за санкций возникли проблемы при логистике и оформлении документов у многих компаний и поставщиков. Таким образом, если раньше товар поступал в Таджикистан за 15-20 дней, то сегодня за 1-1,5 месяца дольше, потому что на оформление документов и логистику уходит дольше времени, сказал об этом заместитель директора ООН «Ройл» Мурод Шукуров. Объем экспорта драгоценных металлов в Таджикистане за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 41,2%. По статданным, по итогам второго квартала этого года сумма, вырученная от продажи драгметаллов, составила более 46 миллионов долларов или 58,8% от показателей аналогичного периода прошлого года. В январе-июне прошлого года сумма продажи драгметаллов составила более 69 миллионов долларов. По данным Министерства промышленности и новых технологий, в стране функционирует 18 золотодобывающих компаний, и производство этого металла ежегодно растет. Однако ведомстве не делится данными о фактических объемах производства золота, ссылаясь на секретность информации о добыче драгметалла. По статданным, в прошлом году продажа драгметаллов составила 41,7% от общей суммы экспорта страны. Драгоценные металлы были проданы на сумму свыше 896 миллионов 600 тысяч долларов при росте в 30%, чем в 2020 году. Чрезвычайный план Евросоюза по сокращению потребления природного газа вступил в силу во вторник, 9 августа. Он предусматривает, что все страны ЕС добровольно сократят потребление газа на 15% с начала августа до марта следующего года по сравнению со средним потреблением за последние 5 лет в этот период. Цель такой меры – снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России. На фоне войны России против Украины «Газпром» уже резко снизил объем поставок этого сырья в европейские страны.
По подсчетам Европейской комиссии, страны ЕС должны в общей сложности сэкономить 45 миллиардов кубометрических метров газа. Германия должна сократить свое потребление газа примерно на 10 миллиардов кубометров, чтобы достичь цели в 15%. Если же не удастся добиться достаточной экономии на фоне широкомасштабного дефицита поставок, следующим шагом может стать объявление тревоги во всем Евросоюзе и введение обязательных целевых показателей по снижению потребления газа. Для этого шага необходимо согласие как минимум 15 стран ЕС, на долю которых приходится не менее 65% всего населения Евросоюза. В то же время некоторые страны ЕС, например, Испания и Италия, добились для себя исключений из плана по экономии газа и намерены сократить потребление менее чем на 15%. Чрезвычайный план будет действовать в течение 1 года.